Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Авторивьера». Сегодня гость нашей программы, вдвойне гость, потому что он впервые в Абхазии, Леонид Пещелин. Леонид, вы когда приехали и насколько? Я приехал примерно неделю назад. Отпуск уже кончается, но очень хочется на озеро Рица попасть, посмотреть. Очень много слышал об нем. Очень хочется. Ну, наверное, поеду. Благодаря этой программе. Мы выехали из Сухума, но снимать начинаем, свернув с основного шоссе. И вот здесь у нас 40 километров пути до озера Рица. Где-то в течение часа доедем. А теперь поехали. Поехали. Мы едем по Рицинскому шоссе, которое проходит по одному из самых живописных туристических маршрутов – по ущелью вдоль реки Бзыб. По пути следования расположены Голубое озеро, величественный каньон Юбшара. Вокруг красивые леса, поросшие густым мхом и самшитовые заросли. Дорогу строили с 1932 года по 1936 год. Позже, в 1948 году, в связи со строительством государственной дачи, дорогу протянули вдоль озера Рица до Ауатхары. Здесь очень сложный рельеф, поэтому потребовалось проложить множество мостов и туннелей. Леонид, в общем, вы в Абхазии впервые, и где вы уже успели побывать? Ну, побывать успел в Гаграх, в Сухум. В Сухум отдыхали. Ну, там на море ходили. Ну, как впечатление? Впечатление очень хорошее. Теплая, хорошая страна по сравнению с нашими северными регионами. Поскольку вы профессиональный водитель, вы ездите на автовозе, дальнобойщик, сюда приехали на своем автомобиле личном. Что вы можете сказать о наших дорогах, о езде? Дороги, надо признать, неплохие дороги, неплохие, да. Узковаты, да, очень много поворотов, недостаточно знаков, информации, недостаточно. Особенно в поворотах бывает не видно, как все это происходит. То есть перед поворотами не везде есть знаки. Мы, кстати, при предыдущей передаче об этом тоже как-то говорили. Есть, да. На самом деле есть очень затяжные повороты. И вот на этом маршруте есть около 2 поворотов, которые, особенно в ночное время, порой бывает, что появляются неожиданно. Не хватает знаков, это есть такая проблема, и уже немало их установили, но недостаточно. Ну, о езде можно сказать, ездят, в основном, я бы сказал, нет, в основном ездить нормально. Но есть, конечно, некоторые, так сказать, индивидуумы, которые у нас за такое нарушение, у нас от 5000 до года лишения прав. Вот за такие нарушения, какие у вас, очень часто встречаются. Грубые нарушения, там, где знают, что нет контроля, если над трассой, то там, конечно, бывает, нарушают грубо. Я очень часто, вообще по стране часто езжу, сравнивают северные регионы, манеру езды и южные регионы. В северных регионах, чем северней, тем больше похоже на южную езду. Тоже ездят очень быстро, очень с большим риском бывает даже, очень с большим риском. А так, в средней полосе у нас тоже нельзя похвалить ни один регион за хорошую примерную езду. Потому что, народ он весь разный, все равно он разный народ. Конечно, и темперамент сказывается. Да, и темперамент сказывается. Я не знаю, на юге можно понять, да, горячий народ. Но на севере-то не такой горячий, но почему они так же гоняют, как и у вас. Они бодрые там. Наверное, да, или мерзнут, чтобы согреться, быстрее надо ехать. Наверное, из-за этого.
Вы, наверное, даже когда ехали в Абхазию, уже заехав в Туапсе, Сочи, вы поняли, что здесь чуть уже... Уже другое. Да, то есть это подготовка к нашей езде. Да, ну сразу, да, вот мне как профессионал ощущается вот характер езды местных, вот именно местных, ну, бросается в глазах. Я потому что... Вещи, да. Да, я потому что, ну, за рулем почти, ну, все время за рулем, и вот можно, ну, характеризовать даже по номерам, кто как может ехать, что можно от него примерно ожидать. Вот даже так можно сказать. А теперь немножко о Тольятти поговорим. Поскольку там АвтоВАЗ, здесь в Абхазии сейчас не так хорошо раскупают продукцию АвтоВАЗа, поскольку здесь из-за низких ввозных пошлин иномарки недорогие. Вот. Но сейчас есть очень достойные модели. Вот одна из них ваша Lada Vesta Cross, вполне современная. Вот о ней немножечко расскажите нам. Ну, Lada Vesta Cross. Самая маленькая комплектация стоит где-то примерно от 700 тысяч рублями российскими. Ну, дорогая комплектация, конечно, и стоит дороже, на 150 тысяч примерно. Есть спортивный вариант, но он дорогой, он почти стоит 1 миллион стоит. Ну да, там уже другая комплектация, другой двигатель, все это немножко другое. Очень скоростная машина. Ну, вот на этом автомобиле стоит двигатель 1.6. Вполне, думаю, для нее нормальный двигатель. Есть, конечно, ставит 1.8. Но это как бы универсал больше, да? Да, это больше универсал. Есть Lada Cross седан. Кондиционер, да, есть без кондиционера. Есть, ну, вот два типа коробки. Коробка механическая и коробка робот. Считается довольно-таки, ну, очень популярная машина у нас. Да, она популярна тем, что, ну, как бы сказать, ну, то, что ремонтно пригодна, простая довольно-таки, недорогая. И все-таки она комфортабельная. Да, и довольно-таки уже, ну, так можно сказать, уже не «Жигули». Вот так даже можно сказать. Уже не «Жигули». Ну вот начиная от Калины, поколения вот этих машин, Да, особенно вот эта модель, это, по-моему, самая, Ну, сейчас да. самая ходовая, самая лучшая модель. Да, довольно-таки. Она у нас, ну, как сказать, по продажам бьет это, ну, рекорды. Ну, как рекорды? Вот есть определенный сегмент класса автомобилей. Вот она в лидерах почти. Бывает месяц в лидерах, бывает второй. Хотя и не дешевая. Не дешевая машина, да, не дешевая. Ну, Рено давно там в АвтоВАЗе, да, вот выпускают. И сейчас вот выпускается Datsun. Но это старая японская марка. Когда-то в свое время она выпускалась в Японию. Она, по нашим меркам, не очень дорогая машина. Она в районе 400 тысяч стоит. Вот мы на территорию Рицинского заповедника въезжаем. А Chevrolet Niva это Chevrolet, ну, естественно, да? Chevrolet Niva, да, это под брендом, ну, под американским брендом Chevrolet. Ну, я не знаю, насколько они там участвуют в этом проекте. Обычно Niva, да, вот она лошадка много такая. модификаций, кстати, Да. даже сейчас. Да, вот да. Niva. Она такая трудовая лошадка. Довольно-таки по проходимости я даже не видел вот лучше. Так, Нива, я не знаю, я не видел. Вот не сравнится никакой внедорожник. Можем остановиться, здесь посмотрите Голубое озеро. Голубое озеро посмотрели, Да. пофотографировались, едем дальше.
Здесь большая парковка, но почему-то все становятся дальше этой парковки. А лень ходить. И под знак Да, лень ходить. бывает после этого моста целый ряд вот таких машин выстраивается, экскурсионных. В общем, АвтоВАЗ живет, работает. Работает, и работает. Двигается в правильном направлении. Но я бы еще сказал, вот это не на ВАЗе собирают. В Ижевске собирают. В Ижевске, да. Да, там тоже такой автомобильный завод. Ну и Ну да, шестерку там последнюю собирали. Да, собирали. шестерку, четверку там последнюю собирали. Мгм. Оно как, бытует по легенде, то, что строили завод на Волге здесь, в Тольятти, один завод. Второй строили в Ижевске. И хотели посмотреть, чьи машины лучше получатся. Это вот, бытует такая легенда. Вот там в правительстве они, по-моему, Устинов строил в Ижевский завод, а вот у нас, я не помню кто, по-моему, то ли Подгорный строил. Ну как, вот считалось так, они, Ну, Иж это москвич же, да? Да, да. И вот они, чьи машины лучше будут? Или в Ижевске, или в Тольятти. Ну, на самом деле, я думаю, это для того, чтобы и там была занятость населения, наверное. Ну да, и так тоже к этому все. А сейчас и моделей много, и плюс Рено, и Nissan там еще выпускают, поэтому площадя нужны. Нужны, да. И то, что вот эту модель туда отдали, из-за того, что если эту модель туда не отдали, то завод бы там стал. Все, рабочие. Да, рабочие потеряли просто места. А завод довольно-таки крупный. Вот вы на автовозе возите эти автомобили ВАЗа. Нет, я вообще все вожу. Все, что, все модели, все марки. Ну, то есть с Тольяттинского завода. Ну, не обязательно с Тольяттинска. Я также вожу и с Москвы, тоже Рено Дастеры, Каптюры вожу с Москвы. Беларусь, вот на Украину раньше возили. Раньше возил на Украину. Но на Украину мы возили ВАЗовские модели. Возили, сюда, в юго-восточную Украину, в основном в Донецк возили ВАЗовские автомобили. Их там очень хорошо брали. Там мы их привозим туда, но они не все уходили на Украину. За ним приезжали с Молдовии автовозы. То, что они перекупали, получается, у украинцев себе туда машины. Бывает и так. Вот сейчас, как таковой у нас торговли с Украины, нету. Вот все равно иногда приезжают с Украины автовозы прямо на ВАЗ, за машинами. Иногда на ВАЗ. Иногда они просто перекупают опять у белорусов наши машины. То есть мы в Белоруссию привозим, они в Белоруссии грузятся, везут к себе. Так бывает. Мы возим, я лично вожу ВАЗовские машины. Сейчас в последнее время в основном ВАЗовские машины. Машины марки Рено. Nissan бывает Toyota, УАЗики. Но УАЗики в основном тоже возим в Белоруссию. В общем, работы много. А сколько лет вот именно на такой работе дальнобойщиком? 97-й год, примерно так. Водителем работаю 84 года. Работал в пассажирском предприятии, возил работник автозавода с города на завод, с завода в город. Тоже работа была довольно-таки... В общем, всю сознательную жизнь вы можно сказать, за рулем, водителем, за рулем. Пока мы доехали, какие впечатления? Вот мы с Сухума все-таки расстояние приличное. Там километров 70 вот до развилки этой. И здесь 40 еще. Красиво, очень красиво. Вот эта дорога, она 40 километров, но очень много здесь мостов, около 30 с чем-то мостов, больших и маленьких. Вот 2 туннеля, по одному из них мы едем. Вообще эту дорогу в 1936, по-моему, году начали делать. Да, уже в конце 40-х ее продолжили. Там Алатхара есть такой курорт. Вот река Гега впадает в реку Бзып, вдоль которой мы ехали. Сейчас у нас по пути будет Юбшарский каньон. Там мы, наверное, остановимся. Там и прохладно.
полюбуйтесь на величие природы. Понятно. Я в таких горах не был, нет. Вот здесь кое-где, где камнепады, укрепили стены. Дорога просто, она очень старая. Отдельные участки обновляют. Но вот здесь просто залатали. Ну, это везде так, это Да. Она была в очень плохом состоянии. Сейчас вроде бы более-менее. Да. более-менее привели какое-то нормальное состояние, можно сказать. Ну, я привык к разным дорогам, ко всяким. Бывает хорошие, бывает плохие. Я уже как-то не обращаю на это внимания. Вроде вот последние годы поставили различные указатели, там вплоть до мест отдыха, места для пикников даже обозначены. Ну вот сама дорога даже вот по этому ущелью очень живописная. Вдоль дороги везде река. Вот, там была река Бзыб, это вот река Гега, которая в нее вливается. Вот зимой здесь очень заснежено. Снег выше колена, как правило. Вот чем выше туда к озеру, тем больше снега. У нас бывает, что вообще нет снега, а вот здесь в ущелье есть. Ну, вот, а температура, ну, холодно, нет, не очень. Ну, днем здесь, как правило, плюсовая, но по ночам здесь заморозки бывают сильные. Очень даже. Ну, для ваших мест это очень сильный заморозки. Ну, а примерно температура сколько? Ну, у нас же сыро, и Ну, поэтому да, даже по-другому, минус 5 у нас это очень холодно. Понятно. Даже вот минус 2, минус 3. Понятно. Вообще холодно даже вот ниже 10 градусов, даже плюс 10, вот ниже 10 градусов бывает очень промерзло и холодно. А когда мороз, конечно, это уже настоящий холод. Не, ну, очень красиво, конечно. Вот для меня это довольно-таки высокие горы. Движемся к озеру, вот оно находится на высоте 970 метров. Вот тут восклицательный знак, прочие опасности. Ну вот поворот такой затяжной, зигзагообразный. По своему опыту замечаю, вот как, особенно когда летний сезон начинается, если у меня рейсы идут куда-нибудь на юг, вот через Волгоград, сюда вот Ростов, вот такие вот рейсы. И вот видно, что люди на море едут, и они едут, ужасно едут. Некоторые знаки вообще не видят. Они торопятся, Эти знаки не видят. чтобы на дорогу меньше времени ушло. Они вот, ну как объяснить, всю свою сознательную жизнь ездят по городу. В основном по своему городу. Ну, да. Они весь свой город наизусть знают. Они знают, где знак, где камера, где что, где какой перекресток сложный, где такие сложные, Ну, да. сложные переходы. Они все это знают. Они к этому привыкли и все. Он выезжает за город на большую дорогу, тем более незнакомый. Он не видит этих знаков. И там включается его любопытство, он смотрит там по сторонам везде. на окрестности вдоль дороги, но не на знаки. Да, и вот из-за этого очень много аварий. И аварии стали до того, ну как сказать, очень сложные и такие страшные, потому что раньше таких аварий, были, очень редко. Были аварии, там, побьет машину, там все. А сейчас машину разрывает просто вот на таких У нас скорости высокие, Да. тогда машина, чтобы разогналась на такую скорость, это ее надо было разогнать. разрывается машина. Или в лепешку, или пополам разрывается. Да, вот у нас случаются тоже такие аварии, к сожалению. Там исход очень такой неприятный, трагический, да, трагический. да. Да. Вот
внимательность, это вырабатывается, ну, у профессиональных водителей, а просто любители, автомобилисты, они, это, я хоть вот тоже профессиональный водитель, но в молодости мне вот долгое время в Москве был, у меня был друг, который вот сидел рядом, когда еду, говорю, ты вообще на знаки смотришь? Но я ловил себя на мысли, что я не приучен к этому. Вроде все, я отучился и закончил как положено. Все, но это надо себя приучить. Смотреть туда, где стоят знаки. Да. Знать, вот просто, даже иногда по обстановке знать. Знака нету, но ты уже должен... Подозреваешь, что должен быть. Должен быть, но если его нету, ну, значит, если у тебя... Это уже водительская интуиция развитая. Такое, что вот, ну, неправильно что-то на дороге. Не, ну так вроде не очень, так вроде машины есть, но движение не это. Вот здесь тоже поставили отбойники, чтобы было немного опасно. Да, чуть расширили, поставили отбойники, обезопасили. Не, ну, понятно, раньше-то машины как и послабее были, скорость такая. А потом вот дорога же тоже послевоенные годы тоже была в упадке, потому что не было возможности поддерживать. Вот до недавних времен как бы. Сейчас вот уже все вполне удовлетворительно. Да, нормальная дорога. Вот как оценка, я бы сказал, нормальная дорога. Нормально. Ну, за одну поездку здесь все охватить невозможно. Так что, наверное, приедете еще раз. Приедем, конечно, обязательно. Вот тут много маршрутов. Вот город Кварчал, вот в той стороне тоже, в этом направлении восточном. На второй сейчас. Да? Да, можно третью. Не, ну можно третью, но больно быстро поедем. Я просто, когда дороги не знаю, я стараюсь как-то придерживаться. Ну, вот есть, конечно, зигзаги, вот предсказуемо, раз в горах, значит, и зигзаги будут, и крутые повороты, и пологие какие-то. Нет, просто у меня как-то случаи были в жизни, потому что вот закрытый поворот, ничего не видно. Вроде и едешь не очень быстро, а за поворота вынырнул, а там авария посередине дороги. Да. Вот такое бывает. Вот я этого и боюсь, потому что если я не вижу дороги... Не, здесь более-менее видимость. Здесь вот метров 70, как правило. Вот. Здесь еще просматривается. Так, есть пару мест таких вот на этой дороге, где заворачиваешь и в неизвестность. Там. Понятно. Может стоять корова, может просто кто-то остановился. Неожиданность вот это, да, может. Может там просто стоит и фотографируется. Вот тут крутой очень поворот и на подъем. Зимой стали убирать снег. И вот такие вот микроавтобусы могут подниматься. Ну убирают. Убирают, да. Но зимой здесь совсем по-другому. Другая красота, заснежено. Ну вот здесь очень долгое время заснежена вот та гора. Сейчас уже вот оттаяла, там совсем осталось какие-то полосочки вот наверху. Красота.
Есть на что посмотреть. Вот именно посмотреть есть на что. Красиво. Но я бы не сказал, Вот. чтобы и дорога загружена. Ну, есть движение, но не то, что Да. вот прям плотно-плотно. Ну, сейчас, видимо, еще даже мы попали в такое время, когда уже в основном все приехали. Сейчас будут уезжать, скорее всего. Вот, практически мы уже подъезжаем. Красота, конечно. В общем, мы приехали к озеру Рица. Вот мы и приехали к озеру Рица с Леонидом Леонидовичем и его супругой, которая была во второй нашей машине. А Леонид Леонидович тут уже заварил кофе. Это, наверное, с грузовой? Да, с грузовой. Это моя походная плита. Я без кофе никак. Про меня ходит такая шутка. Он говорит, кофе не только пьет, он его и курит. А Анна Ивановна кофе не пьет? Нет, я пью, но только с молочком, а я его забыла. Так что вот так. Так что только Леня сегодня кофе Да. пьет. Очень Вы красиво. довольны поездкой? Очень. Очень. Я даже не ожидал Восторг. такое увидеть. Да, Да. а дорога какая Дорога. красивая. Да, красиво. Я вообще никогда и не видела такого. Очень красиво, очень впечатляюще. Такие реликтовые камни, леса и речка. Ну, Что-то- голубизны необыкновенной. Еще Я будет думаю, мало. вы еще приедете. Обязательно, обязательно. Ну, хотелось бы, конечно. Обязательно. Не загадывая, но хотелось бы, да. Такую Красивые красоту места. один раз увидеть это мало. Я сюда не раз Красиво. приеду, точно. Потому что очень красиво, очень, замечательно. Народ гостеприимный. Все очень красиво. Все очень нравится. Мы только приехали, вы еще тут Ну да. походите, Осмотримся, посмотрим, погуляете, да. может на катамаранах покатаетесь. Да-да-да. Посмотрим. Да. Ну вот подальше есть дача Сталина, можно Да. и туда Понятно. на экскурсию. Ну, что-нибудь придумаем. Вот. Значит, попробуем. Спасибо вам за участие в передаче. Спасибо, что Вам пригласили. большое Приятного спасибо. отдыха.